Министерство внутренних дел Абхазии открыто вступило в войну с продавцами смерти. Распространение наркотических средств уже давно превратилось в огромный многомиллиардный бизнес и стало глобальной проблемой не только нашей страны, но и всего человечества. В новом выпуске программы «Грани» вы узнаете все о работе управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел нашей страны. К сожалению, реально очень много. К сожалению. Вот по некоторым данным от 3 до 5 тысяч человек употребляют наркотики. Просто не все из них являются, так сказать, наркозависимыми лицами. Есть кто периодически употребляет, есть кто постоянно употребляет. То есть, к сожалению, те, кто постоянно употребляет, число растет. Особенно в последнее время мы наблюдаем, что это молодые люди, совсем молодые люди школьного возраста, начиная от школьного возраста и выше. То есть сейчас наркоманы помолодели. Управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел было создано в 2011 году. Является одним из передовых подразделений МВД, решающей оперативно-служебные задачи в сфере незаконного оборота наркотических средств. Сегодня это управление возглавляет Астам Урпачали. УКОН является самостоятельным структурным подразделением министерства и подчиняется непосредственно министру внутренних дел. Сотрудников у нас немного, к сожалению. У нас оперативных работников всего 6 человек. Острая нехватка кадров у нас. С одной стороны, мы, по крайней мере, с новым руководством и с того момента, как я возглавляю это управление, мы начали с того, что стали подбирать кадры, проверенные кадры. То есть мы в основном все молодые ребята, окончившие в России там различные учебные заведения. Вот, ребята хорошие, умные, образованные. Желающих очень много. На самом деле очень много желающих. Иной раз я даже не понимаю, почему люди рвутся в это управление. Хотя известно, что зарплаты очень маленькие, что по сути работа начинается с 9 утра бывает и до часу, и до утра следующего дня. То есть работа очень тяжелая. Но при этом желающих очень много. Но мы стараемся отсеивать, мы стараемся фильтровать, проверять этих людей. И в итоге попадают, вот последние 2-3 месяца сюда попадают исключительно там, за все это время 1 или 2 человека я принял на работу. На границе республики, в городах Абхазии и в сельской местности сотрудники наркоконтроля выявляют и обезвреживают торговцев смертью. На счету данного управления сотни изъятых килограммов убийственного средства. И за всеми этими килограммами стоят спасенные жизни людей, нашей молодежи. Что касается границы, карантин просто снизил уровень поставок на территорию Абхазии, потому что практически мы видим, что пересекают очень малое количество людей, и в связи с этим доступ ограничился, и все, больше ничего. К сожалению, они не решили менять свою деятельность. Деятельность они продолжают, даже у нас есть информация, где они уже сейчас, хотя карантин, они связываются с нашими местными жителями, потребителями этих наркотиков и обещают при открытии границ, что они возобновят, то есть начнут с ними работать по-новому. То есть, к сожалению, никто не собирается прекращать противоправные деятельности, именно связанные с наркотиками. Ситуация за последние 2 месяца, кроме того, что я ранее говорил, что именно количество ввоза на территорию Абхазии снизилось, в целом остается прежним, именно связано с потреблением. Люди не перестали потреблять, а там, где, как говорится, где есть спрос, всегда найдется и предложение. То есть взаимодействие с границей, мне неизвестно, как было раньше, но на данном этапе сегодня мы со службой госбезопасности очень сильно взаимодействуем. Но есть проблемы. На самом деле на территории границы, да, при пересечении границы у нас нету никаких возможностей пресекать контрабандную поставку наркотиков. То есть
не хватает ни людей, не хватает кинологической службы, которые могли бы как-то ограничить хотя бы ввоз наркотиков на территорию Абхазии. Но мы стараемся, постоянное взаимодействие в этом плане. Погранотряд службы госбезопасности нам везде помогает, то есть здесь ничего не скажешь, реально помогает. Но проблемы все равно есть. Даже в условиях, где граница закрыта, все равно в этих условиях все равно на территорию Абхазии попадают наркотики. То есть я не скажу, что это так же, как и до карантина, то есть, но намного меньше, но при этом все равно наркотики попадают на территорию Абхазии. Но если брать процентными соотношениями, наверное, 10% из того, что раньше было. Буквально неделю назад сотрудниками уголовного розыска и УКОН Министерства внутренних дел были уничтожены плантации наркосодержащих растений. При этом изъято более 20 тысяч запрещенных к возделыванию растений. Мы усилили работу именно по наркосодержащим растениям. Вот это, в этом плане усилили работу. Она ничем не обусловлена, никто не пытается за счет тех, кто выращивает, улучшить статистику, мы не собираемся. Просто, оно есть, мы обязаны реагировать на каждый факт. То есть, если мы знаем, что на территории приусадебного участка выращиваются, грубо говоря, 1000 корней мака, почему мы не должны их привлечь к ответственности? Или там выращивается, вот буквально в данный момент сотрудники УКОН работают на территории Сухумского района, очень высоко в горах, где есть плантация плана, каннабиса. Вот. И что нам не реагировать на него? Мы по сей день даже с закрытием границы пытаемся наладить контакты с нашими коллегами на территории Российской Федерации. Буквально недавно выезжали на территорию Сочи, разговаривали с нашими коллегами. Сейчас планируем выехать в Москву, в Краснодар. То есть необходимо просто по-новому налаживать отношения. То есть в этом плане были пробелы серьезные, а без помощи, без взаимодействия наших коллег на территории России некоторые вопросы, связанные именно с тяжелыми наркотиками, без них мы просто не справимся. Там есть вещи, которые мы здесь на территории Абхазии не можем делать, какие бы не были бы сотрудники квалифицированы, какие бы они не были бы профессиональны, есть вещи, которые надо решать на территории России, потому что нам известно, и мы уверены в том, что на территории Абхазии нет лабораторий. Соответственно, все завозится с территории России. То есть, если в этом плане наши коллеги на территории России нам помогут, то есть мы можем пресечь определенные каналы, мы можем просто привлечь людей к ответственности, к уголовной. То есть, и в этом плане как-то улучшить ситуацию, именно связанную с наркотиками на территории Абхазии. С территории Грузии, на моем опыте, не то, что здесь в УКОНе, и я и ранее работал в правоохранительной системе, у меня никогда не было случая, не было никакой информации, связанной с завозом с территории Грузии. То есть я на все 100% уверен, что с территории Грузии в Абхазию не поступают наркотики. Это 100% информация. Я уверен. Все наркотики поступают у нас только с России. С Грузией может быть отдельный случай просто, где для себя, для какого-то личного потребления бывало случаи, где завозили с Грузии. Но там известно, что действуют какие-то метадоновые программы, в связи с чем, видимо, в этом необходимости нет у наркоманов. Они просто встают на учет, и тот же наркотик они бесплатно получают. Соответственно, нет смысла там оттуда сюда или отсюда туда вывозить. Это на мой взгляд. Но и этот, по сути, хороший результат УКОН у общества почему-то вызвал бурную реакцию. Якобы управление ищет слабое звено, изымая наркотики растительного происхождения, и не заинтересовано в поисках более тяжелых наркотических средств. Это связано именно с сезонным явлением.
так называемая марихуана, каннабис и мак, это вот буквально еще месяц, и ее просто не будет. Они ее употребят, или мы сумеем изъять все это из оборота. Вот только так. Акценты мы не ставим. Для нас, в принципе, важнее тяжелые наркотики, потому что чем наркосодержащие растения, то есть мы все равно приоритеты ставим на тяжелые наркотики. Но в связи именно с пандемией, в связи с закрытием границ, очень много усилилось или увеличилось количество выращивания наркосодержащих растений увеличилось. То есть, если вам известно, буквально недавно вот в районе села Тадзюбжа более 19 тысяч наркосодержащих растений было нами изъято. Но это, наверное, на самом деле это очень малое количество из того, что нами уже изъято, но увеличилось, реально очень увеличилось выращивание именно наркосодержащих растений. В связи с чем мы, само собой, мы обязаны реагировать, потому что статья, предусмотренная Уголовным кодексом, практически одинаковая, что за один вид наркотиков, что за другой. Тем более, если оно увеличилось, мы обязаны реагировать на это, потому что от того, что человек, наркоман, употребил опий или метадон, вред один и тот же, если честно смотреть. Просто одно выращивается на территории Абхазии, другое как бы лабораторным способом выводится. Но по сути вред-то он одинаковый. То есть, соответственно, мы реагируем. То есть, если у нас будет шанс, мы ни одного не упустим. Мы все сделаем, чтобы пресечь этот канал. Я, по крайней мере, не собираюсь здесь сидеть, здесь годами отсиживаться. Если у меня не получится, я уже говорил много раз, я уйду отсюда. Но я буду сделать все, что от меня зависит, я все сделаю. Наркобизнес шагнул вперед, детище 21 века, бесконтактная схема распространения, а точнее интернет-технологий. Покупка осуществляется через интернет, а средства переводятся посредством электронных платежей. После оплаты покупатель получает подробную информацию о местоположении спрятанного наркотика, после чего забирает его самостоятельно. Дилер не участвует даже в размещении наркотиков по таким тайникам, поскольку эту работу делают за него закладчики, курьеры, которые, как правило, не имеют прямого выхода на продавца и получают задания через мессенджеры. Такая схема делает наркоторговца почти неуязвимым. Все, чем он рискует, это потеря небольшой дозы, а ответственность за сбыт наркотика несут незадачливые молодые люди. Вот это то, что нам и необходимо. В техническом плане мы отстаем, я не хочу так выражаться, лет на 100. Вот, к сожалению, это так. Мы отстаем от этих наркоторговцев. Они, имея огромные финансовые ресурсы, используют современные технологии, которые нам пока не под силу. Я до этого говорил о том, что только во взаимодействии с нашими коллегами на территории России мы сможем с ними справиться. В этом плане мы надеемся, и в принципе руководство МВД все делает для того, чтобы эти контакты наладить. И я уверен, что в ближайшее время на уровне руководства МВД и на уровне руководства нашей республики эти контакты будут налажены. И я могу так сказать, что, даст Бог, мы дадим результат. УКОН проводит работу и в этом направлении, но и здесь наше общество воспринимает работу сотрудников как целенаправленное преследование людей, употребляющих наркотические вещества. Целенаправленно мы их не ловим. Просто либо они попадаются под рейды, то есть в состоянии наркотического опьянения они могут ехать по городу, то есть ездить по городу. Либо они, вот как я и говорил до этого, какое-то село, Гурьбой, вот по 5-6 машин ездят туда. А потом на обратном пути бывали случаи, когда они просто грабили местных жителей. То есть здесь милиция вынуждена реагировать на такие вещи. Понимаете, мы вот просто, насколько это правильно, не знаю, мы их даже просим.
Сидите дома, ребята, колитесь, к вам домой реально никто не придет, если вы не выйдете на люди, если вы... Мы же все видим, мы все с семьями на берегу гуляем, купаемся. Вот сколько раз мы видели шприцы прямо на набережной, прямо на лавочках. То есть там, где наши семьи, там же наши родные ходят, живут. Ну, вот как бы. Но, к сожалению, если их не пресекать, они так и будут делать. Они будут прямо среди белого дня в общественном месте колоться будут. То есть воспитывать у нас времени нету. Этих людей воспитывать должны были не мы, а родители, наверное, семьи должны были. Мы в лучшем случае можем их административно наказать сроком на 15 суток. В селе Багмаран зачастились вот так называемые закладки, и все наркоманы со всей страны ездили туда. Само собой, люди жалуются, люди звонят и нас упрекают, почему вы бездействуете, почему вы позволяете такому количеству наркоманов ездить по нашим селам, и они копают в наших дворах, в наших домах, чуть ли не в огородах наших. Мы начинаем в отношении них работать, начинаем их привлекать к ответственности. И тут же возникает другой вопрос уже с родственниками или даже с теми же жителями, которые, почему вы их трогаете? Ну а как быть в таких ситуациях, когда часть общества тебя требует как-то пресечь этого, наркоманов, чтобы они не ездили по селам, а другая часть ругает тебя за то, что ты их привлекаешь к ответственности. Вот такая ситуация складывается с нами. То есть мы не ищем среди них, здесь никто не ищет слабое звено, никто не хочет из этих больных их привлекать к ответственности. Реально у нас и сил, и средств нету на них время тратить. Но когда общественность требует от нас, мы это делаем. Вот такая ситуация. А так, на самом деле, у меня 7 человек, мне уж точно не до наркоманов. А хансяуцу, вот начинают с этого Багмарана, начиная от депутатов, глав администрации. И нам приходится реагировать. И мы целый день на них тратим. Иногда вот такое тоже бывает. Распространение наркотиков было и, к сожалению, остается одной из самых актуальных проблем нашей истории. Поэтому последовательная и кропотливая работа данной службы, грамотность, оперативность и мужество ее сотрудников крайне важны для сохранения социальной стабильности, поддержания правопорядка и реального спасения людей от губительного влияния наркотиков. А поддержка общества в этом вопросе – это вопрос принципиальной важности. Но в этом плане нам нужна помощь общественности, потому что тот же так называемый закладчик наркотиков, он не может, он на территории Абхазии очень маленькая, здесь такого не бывает, что кто-то не заметил, не увидел, то есть он должен среагировать, он должен, именно житель, наш гражданин, должен своевременно нам сообщить и в этом плане помочь нам пресечь, потому что у нас нет таких возможностей на каждую территорию, в каждом селе поставить одного сотрудника, чтобы он проверял каждого въезжающего, выезжающего гражданина. Для этого именно общественность должна нам помочь. И в этом плане, если мы получим поддержку, нам тоже будет легче работать, мы тоже будем своевременно реагировать, своевременно действовать и, соответственно, привлекать к ответственности. Попадая под административное правонарушение, то есть наказывая его 15 сутками, то есть это уже не мы, это суд решает этот вопрос, некоторым это помогает. То есть родители обращают внимание, понимая, что вот сын попался, он употребляет наркотики, то есть семья, родители начинают на него давить. В этом случае, в каких-то случаях это помогает, конечно, но в целом я не видел, кого это исправило. Из тех наркоманов старых, которые уже по несколько лет стаж имеют, я еще не видел, чтобы 15 суток кого-то напугало, и он прекратил этим заниматься. На территории Абхазии нет таких специализированных центров, в которых можно было их либо принудительно лечить, либо по желанию лечить. То есть во всем мире это есть, кроме Абхазии. У нас есть диспансер, но я думаю, что силами диспансера эти вопросы мы не решим. И, само собой, силой милиции этот вопрос тоже не решишь.
Здесь надо государственный подход, здесь надо людей лечить, надо людям помочь. Есть современные медицинские технологии, в которых людей реально избавляют от наркозависимости. И многим это помогает. Но на территории Абхазии, учитывая, что есть столько количества наркоманов, я думаю, было бы правильно такой центр открыть в Абхазии в том числе. Чья-то беда, чья-то прибыль – это то, что можно сказать о наркобизнесе. Наркобизнес – это огромные легкие деньги. Для людей, распространяющих наркотики, они стали источником личного обогащения. Продавцам, конечно, нужны покупатели. Ими становятся люди, которые привыкли к наркотикам и готовы отдать последнее за одну дозу. Будем надеяться, что Управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел нашей страны хотя бы попытается остановить свободную продажу так называемой синтетики. С вами была Рената Шакая.